Я тогда ничего не мог делать до операции. Я уже все. Элементарно даже вот застегнуть ботинки не мог. Там наклониться, встать. Уже одышка была. Ему было всего 37, но он чувствовал себя глубоким стариком. Жизнь в его сердце постепенно угасала. С каждым днем оно билось все слабее. Диагноз врачей был подобен приговору. У Сирени Авзалова диагностировали сердечную недостаточность. Это сложное заболевание сердца, при котором сама мышца постепенно теряет сократительную способность. Все методы лечения в этом случае бесполезны. Пересадка сердца – это был единственный шанс на спасение. Я не верил сам до конца. То есть она Но жена меня поддержала, дала надежду, все будет хорошо. Сирень до последнего не верил, что ему, слесарю из Азнакаева, могут сделать такую сложную, дорогостоящую операцию. К тому же, где найти донора с его редкой 4-й отрицательной группой крови? Сирень признается, что тогда он не думал о себе. Он искренне переживал за семью, 2 детей и жену, которые могут остаться одни. Как будут платить кредиты и жить на одну зарплату? Кто поднимет детей на ноги? Но его супруга Регина до последнего верила в чудо. И это чудо случилось. Ну, там недолго мне вот повезло. 2 месяца я ждал всего. Такие хорошие специалисты. Все такие вежливые. Медсестры, все абсолютно врачи такие хорошие. Вот эти врачи мне жизнь подарили вторую. Спасибо им большое. Это история с благополучным концом. И таких историй в мировой медицинской практике уже тысячи. Тысячи человек по всему миру живут новой жизнью, которую им подарили врачи. Пересадка сердца считается самой сложной хирургической процедурой. В этом процессе, как правило, участвуют десятки специалистов. Кардиологи, хирурги, реаниматологи, анестезиологи, медсестры. Операция длится 7, а то и 8 часов. Это тонкая филигранная работа. Все это время, то есть 7-8 часов, бригада врачей стоит у стола неотрывно. Ни одного лишнего вздоха, ни одного лишнего движения. Только представьте себе, что за несколько часов хирург может позволить себе лишь осторожно переступить с ноги на ногу. О трансплантологии ходит много всяких мифов, о том, что есть какие-то черные трансплантологи, есть еще какие-то там грязные дела, связанные с этим. На самом деле я могу совершенно ответственно сказать, что трансплантология настолько сложна, что сделать ее как-то неофициально абсолютно невозможно. А особенно это, если мы говорим о сердце. Для этого нужен огромный многопрофильный стационар. Вот уже 13 лет в кардиохирургическом центре МКДЦ проводят сложнейшие хирургические операции на сердце. Из них последние 9 лет, начиная с 2011 года, здесь проводят трансплантацию сердца, то есть его полную замену. За эти годы такие операции провели, казалось бы, всего 6 пациентам. Еще 14 человек ожидают своей очереди. Дело в том, что самое сложное – это найти подходящего донора. Донорское сердце, которое подойдет именно ему, пациент может ждать долгие годы. Количество посмертных доноров гораздо меньше, чем потребность в органах. Причин этому очень много. И одна из основных – это низкая информированность и низкий уровень освещения этого вопроса, как в медицинском сообществе, так и в обществе в целом. Донорами сердца становятся умершие люди, которым диагностировали смерть мозга. Доноры могут дать свое официальное согласие на трансплантацию их органов еще при жизни, что готов сделать не каждый. После их смерти это решение также должно быть подтверждено родными погибших, что тоже является исключением, а не правилом. Чем больше будет понимание того, что донорство – это большая некая гуманистическая миссия, которая направлена на то, чтобы умерший уже человек смог спасти несколько безнадежно больных пациентов. Я 2 месяца температурила, мне кашляло, прямо ночью потела, не могла даже, задыхалась, дышать не могла. Все эти воспоминания теперь ей кажутся не более чем страшным сном. Теперь она живет новой, другой, здоровой жизнью. Люция Минимолина приехала из небольшой деревни Куркачи Высокогорского района. В республиканской клинической больнице она проходит обследование. Врачи за ней будут наблюдать еще не 1 год. Возможно, несколько лет Люция будет принимать лекарства, которые будут помогать ее организму не отторгать чужой орган. Как мне сказали, операция 7 часов шла. Я
Она имеет свои осложнения, свои нюансы. Но если операция произведена безукоризненно, то шансы на выздоровление у пациента высокие. Все остальные пациенты, они наблюдаются и лечатся у нас в поликлинике периодически, стационарное лечение получают. То есть наша задача, чтобы человек с диагнозом цирроз печени максимально долго жил со своей печенью. Потому что трансплантация это все равно это уже безысходность, да? То есть когда уже другого выхода нет. И все же в будущем эта наука будет развиваться в сторону создания искусственных органов. Кстати, именно в Татарстане несколько лет тому назад человеку заменили его сердце на искусственный аппарат. Пациенту внедрили железное сердце на время ожидания донора. А это значит, что в будущем железный человек с железным сердцем – это будет уже не герой фантастического фильма, а весьма реальное воплощение сверхидеи людей, которые сегодня борются за жизнь. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней.